Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Ингушские спортсмены завоевали 31 золотую, 30 серебряных и 18 бронзовых медалей на открытом чемпионате мира по джиу-джитсу TWWBJJ World Cup Championship 2024 Gi and No Gi, который прошел в Грозном. Школа боевых искусств Сабр джиу-джитсу заняла 18 первых, 15 вторых и 11 третьих мест. Представители бойцовского клуба «Гарак» завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. Спортсмены зала Гайтуки в Team BJJ заняла 4 первых, 5 вторых и 2 третьих места. После основного чемпионата прошли суперсхватки TWWBJJ Junior 7, на которых отличились два ингушских спортсмена. Магомед Джанарлиев из школы боевых искусств Сабр джиу-джитсу выиграл по баллам весовой категории до 45 кг в ноу-ги. И Алихан Гагиев из зала Магас BJJ выиграл удушающим в весовой категории до 65 кг в ноу-ги. Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации IWF Мухаммад Джалуд заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры. Наши спортсмены с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах. Из-за отказа выступать на предлагаемых условиях получения нейтрального статуса россияне, в отличие от белорусов, вынуждены были пропустить чемпионат мира 2023 и Олимпиаду в Париже. Пока отсутствует ясная дорожная карта для такого возвращения. Это только заявление и желание. В стране также надеются и на скорое снятие санкций с российского спорта. Ингушский полузащитник Химок Зелимхан Бакаев попал в символические сборные 17-го тура российской премьер-лиги по версиям популярных спортивных СМИ. Как бы ярко не смотрелась сейчас атака «Спартака», экс-полузащитник красно-белого в своей нынешней химкинской форме ей наверняка не помешал бы. Его победный мяч в ворота Лока был невероятно хорош. А ведь Зелимхан дважды забил железнодорожникам и в матче первого круга. Видно, какое удовольствие он получает от футбола прямо сейчас. Когда Зелимхан раскрепощен, остановить его один в один практически нереально, чему доказательство 7 успешных попыток дриблинга из 8 на РЖД-арене. Еще один ингушский футболист Бекхан Алиев стал вторым игроком во второй лиге с удачными обводками, уступая лишь на 1 балл Антону Убаниеву из Иркутска. Бекхан подтвердил в текущем сезоне свое высокое мастерство. Лидер Ангушта и лучший бомбардир команды был одним из популярных игроков второго дивизиона. Алиев дважды стал лучшим игроком месяца в мае и в июне в чемпионате, а его голы стали вирусными. Видео его забитого мячей мгновенно разлеталось по сети. Как говорят фанаты, если Бекхан забивает, то делает это красиво и изысканно. Всего Бекхан сыграл 26 матчей за Ангушт, на его счету 11 голов и 5 результативных ассистов в сезоне. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.